Поход Басаева поставил крест на независимости Ичкерии. Арсений говорит, нет, поход Басаева не поставил крест. Россия в любом случае напала бы, вне зависимости, пошел бы туда Басаев или нет. Конечно, наверное, не стоило идти, но перед теми женщинами и детьми, которых спас Басаев и его отряд, который вывел из-под российских бомбежек и спас, я бы не смог бы им сказать. Вот им, да, я считаю, это, конечно, ошибка, сейчас я это тут заявляю, но если эти женщины, дети, которые уже взрослые мужчины, наверное, которых он спас, вот этот отряд, их попросили дагестанцы, Багаудин попросил помочь им пробить коридор, чтобы можно было вывести женщин и детей. Так вот, если бы они передо мной были бы, у меня бы язык не повернулся им сказать, что Басаеву не надо было туда идти. Так что война началась не поэтому. Казусом Белли поход в Дагестан не являлся. Когда российский официально Путин их поддерживает, там посылает им любовные флюиды вот этим террористам, которые находятся на Донбассе и Луганске. Наш президент осудил этот поход, да, и государство к этому не имело никакого отношения. И казусом Белли, поводом, юридическим поводом к войне это не являлось. И именно для того, чтобы это был поводом к войне, пришлось в Москве взорвать дома, потому что Масхадов сказал, что мы не имеем к этому отношения, на митинге открыто выступил и сказал, и для европейских стран показать им, что являются мы бандиты, террористы, и что с нами надо бороться, Путин, Патрушев и вот это бандитское кодло взорвали своих граждан в Буйнакске, в Москве, в Волгодонске. В Рязани 2 ФСБшников задержали. 307 русских людей, россиян, Путиным, Патрушевым, который это дело прикрывал, Шойгу, который сейчас является министром обороны, Здановичем и другими бандитами, террористами, убийцами были убиты. И именно это послужило поводом к войне. А в 1998 году, когда я еще учился в Санкт-Петербургском государственном университете, нас уже готовили тогда и склоняли к сотрудничеству с ФСБ. И мне лично заявлял сотрудник ФСБ, что давай с нами сотрудничай, и после этого мы тебя отправим в Чечню. Какого, спрашивается, черта отправлять человека в Чечню, если ты не хочешь там как-то влиять? Вот. Я был отчислен, забегая вперед, скажу. Некоторые не отчислены и продолжают нести службу. Всем передаю своим однокурсникам большой привет.